я профессор кафедры всемирной и отечественной истории, археологии и этнографии исторического факультета СВПУ. Вот. Я уже преподаю в течение 35 лет, в этом году 35 лет. Вот. Ну, в возрасте, как видите, читал лекции в зарубежных университетах, Оксфорд, Кембридж 6 раз, и даже в одном учебном году Кембриджский университет посетили 70 профессоров из разных университетов мира, и мы читали лекции по своей теме, а я прочитал по теме традиционная культура венов и религиозные верования. И оказывается, они после окончания учебного года делают рейтинг, каждый студент, научный сотрудник составляет рейтинг, какая лекция была наиболее удачной и информативной, и выиграл по количеству данных, что это положительная лекция, и моя лекция выиграла. И таким образом мне дали сертификат, что я лучший лектор Кембриджского университета в таком-то учебном году. Вот. Ну, кроме того, я работаю, потому что мы знаем из истории 20-е и 30-е годы по всему Советскому Союзу, и были репрессии против шаманов. Не только по Сибири, но в том числе и в Якутии. Все было репрессировано по списку с 20 по 30-е годы. 4,5 тысяч тех людей, которые работали, будем в кавычках, в шаманизме. Народные сидители, алгышиты, оланкусуты и шаманы, его помощники были репрессированы. И поэтому и в годы советской власти, религия, даже православная религия, тоже она была репрессирована года на заре советской власти. Всего было расстреляно 8 тысяч монахов православной церкви в России. Шаманов не расстреливали, но их лишали избирательных прав, никаких документов не выдавали, работу не выдавали. Таким образом, без документов человек – это никто и ничто. Вот. И в годы советской власти нам пропагандировали, что шаманизм связан с сатанизмом, чертовщиной, дьявольщиной. И в годы советской власти нас воспитали не только атеистами, но и воинствующими атеистами. Мы на уроках истории говорили, что шаманы обманывали, это эксплуататорский класс, обманывали свой народ, своих сородичей. Вот так они и жили. А 80-е годы 20-го столетия я понял, читая и другие статьи, научная работа по шаманизму, что шаманизм – это непростое явление, а это природный космический феномен. Основа шаманизма таким образом – это неразгаданная наукой тайна человечества. И вот, допустим, в мировой философии есть два подхода к знанию. Первый – рациональный подход, то есть это западный, научный, материалистический подход. Но и на Западе есть элементы иррациональности, то есть элементы магии, мистики, мифологии. Но на Западе господствует научный подход, рациональный подход.
и весь Запад развивается на этой основе. На Востоке господствует иррациональный подход. А что такое иррациональность? Это магия, это мистика, мифология, это шаманизм, это традиционные религиозные верования народов Севера, Сибири, коренных народов мира. И рациональность – это буддизм, индуизм. Рациональность – это китайская религия, даоцизм, это конфуцианство. Японская религия – это природная религия, это синтоизм, смотрите как. А мы-то даоцизм, конфуциация считаем, что это философия, это основой этой религиозной верования. Вот. Таким образом, шаманизм, традиционные религиозные верования, индуизм, ламаизм имеют основу язычества. Таким образом, западному человеку или западным ученым очень трудно понять Восток, потому что у нас иррациональное сознание. А шаманизм и другие традиционные религиозные верования коренных народов мира, в том числе Якутии, связано с магией, мистикой и мифологией. И связано с анимизмом, тотемизмом, фетишизмом. То есть, что такое анимизм? Это дух-душа. Шаманов обучают духи. Мы тоже охотники, рыболовы, коренные народы Якутии. Это народ Саха, коренные юкагиры, чукчи, долганы, эвенки, эвены. Мы верим в духов. А западным человекам, когда мы рассказываем о духах, они думают, что мы чуть-чуть не того. Потому что, вот, допустим, для примера, в этой комнате очень много духов. Дух аппарата, дух дерева, стола. То есть, смотрите, у шамана есть духи-помощники. Они все отражены в шаманском костюме. Из разных видов желез сделаны. Птицы, рыбы, животные, медведь, волк, собака и так далее. А для нас просто это железяк современному человеку. И во время начала камалания все они оживают. Таким образом, перед наукой стоит вопрос. Наука не признает ни духов, ни божеств, ничего. Кроме материи ничего нет. И таким образом шаманизм, традиционные религиозные верования коренных народов мира, в том числе и Якутии, связаны с сверхъестественностью. А сверхъестественность научно доказать невозможно по той простой причине: научные методы, нет такого научного метода, который бы раскрыл, что у шаманов духи так же, как природное, естественно. А западный человек вообще не понимает, как так это можно верить тому, что не видно. А шаманов обучают невидимые, нематериальные существа идти, то есть духи. Мой шаман, Кубертинова Матрена Петровна, ей было 107 лет, когда она отошла в иной мир. Савей, я был помощником шамана последние 3-4 года. Он мне рассказывал, что духи помогают им. Не шаман лечит, а духи лечат. Вот, допустим, у меня оленье сердце. Уже 30 лет хожу с оленем сердцем. Кто поверит? Современный человек будет верить?
Он не верит, потому что материалистическая наука ограничена во времени и пространстве, потому что нет такой методы научной, чтобы все это. И вот, наконец-то, 21 век наступил. В конце 20 века ученые всего мира, или, будем говорить, материалистическая наука, призналась, что современная материалистическая наука об элементах или об атомах Вселенной знает только 4,8%. Таким образом, современная материалистическая наука знает об атомах Вселенной всего-навсего 5%. И таким образом современная материалистическая наука оперирует только 5% истины. 95% истины состоит из темной материи и темной энергии. Какие свойства они имеют? В чем суть этой материи, от темной материи и темной энергии? Современная физика, да и современная астрофизика, термоядерная физика, ученые термоядерной физики ничего не могут сказать. По той простой причине нет такой методы. Потому что мы почти ничего не знаем. Об этом думали все поэты, все великие гении всех народов мира. Сегодня в мире проживает 6 тысяч народов. Больших, средних и малых. И на своем родном языке разговаривают 611 народов. То есть 399 народов разговаривают на языке колонизаторов. А колонизация всей планеты началась с 15 века, когда Христофор Колумб 12 октября 1492 году открыл якобы Америку. С тех пор началась европейскими государствами, народами колонизация всего мира. Европейские народы не так культурно колонизировали. Они физически начали истреблять, чтобы получить их земли бесплатно. Даже Соединенные Штаты Америки в 18 столетии, когда начали открывать, заселять Дикий Запад Соединенных Штатов Америки, они физически истребили более 1 миллиона индейцев. Смотри как. Таким образом, из этих 6 тысяч народов ученые-лингвисты знают, изучают, и это изучение и этих языков, и этих народов углубляется каждым годом. Всего-навсего таких языков насчитывается 500 языков. В том числе, конечно, якутский язык считается очень хорошо изученным языком. 3700 языков – это бесписьменные народы, бесписьменные языки. 3700. То есть, таким образом, они не обучают своих детей родному языку. Чтобы понять, о чем я говорю, переведу цитату из четвертистишия великого Амара Хаяма, который родился в 1048 году в Восточной Персии, город Нишапур. Наши знания о мире, догадки и бред, все исчезнет, умрет и развеется след. Существует не то, что нам кажется сущим, ничего достоверного в сущности нет. А великий греческий философ после каждого урока, это великий Сократ,
повторял одну и ту же мысль. Ага. Тем больше я читаю, тем больше я узнаю, что я ничего не знаю. То есть современный человек то же самое. Ничего не знаете. Кто такой человек? Окружающая среда, что такое? Кто такие духи? Традиционные религиозные верования, в том числе шаманизм. Западный человек думает, что он связан с сверхъестественностью, поэтому шаманы – это шарлатаны. Это неверный подход. Сегодня уже 21 век, уже новые методы будут, научные методы будут. И не надо отрицать шаманизм или традиционные религиозные верования. Даже не надо отрицать, что Бог существует. Потому что мы не знаем, что такое, каким законом работает темная материя, темная энергия, мы не знаем. Даже вот солнце смотрит, 25-30 километров мы поднимемся днем в космическое пространство, там все темно. И не надо думать и переходить к заключению, что наши глаза, наши 5 органов чувств нам дают и реальную информацию. То, что я вижу, это существует. Ничего подобного. В Библии написано: да имеющий очи увидеть, да имеющий уши услышит. Почему так написано? Вот, допустим, вечером мы выйдем за город или за деревню, там, где нет света. Бездонное черное небо. Там миллиарды звездных систем. Мы найдем одну из маленьких звезд и видим, говорим, вот она звезда, я вижу. А этой звезды сегодня нет. Потому что луч света от этой звезды мы видим, она оторвалась от источника света вот уже 12 миллиардов лет. И 12 миллиардов лет путешествует во времени и пространстве. Вот мы это видим. Таким образом, я полагаю, 50-60% звездных систем – это потухшие звезды, потухшие солнца. Их нет. А мы сегодня только видим, смотри как. И то, что мы думаем, это реальность, это имитационная реальность, это иллюзия. И поэтому человек очень мало. Мы никогда, даже в своих телескопах, дальние звездные системы, дальние галактики, мы вообще никогда не увидим и не достигнем. А от ближайшей звезды Альфа Центавра луч света идет к нам уже 80 тысяч лет. А оттуда нам посмотрят телескопом хорошим, большим, увидят неандертальцев. Вот если сегодня они направят свои электронные телескопы и увидят неандертальцев, они скажут: о, Земля, планета такая отсталая, там до сих пор обезьяны гуляют. Смотри как. Это такая огромная. А мифология, даже наша эвенская мифология, в этой моей книге написано. Мы, вот как раз здесь хорошо нарисовано. Это наш Млечный Путь. Большая Медведица, полярная звезда, хозяйка Вселенной, Удаганка, шаманка. Вот туманность Андромеды, это другая галактика. Только в 19 столетии ученые, астрономы поняли, что это другая галактика. Это ближайшая галактика нашего Млечного Пути. И у нас эвенская мифология есть. Мне рассказал Данилов, старику было из села Учугейк Аймеконского улуса 95 лет. Он имел 2 класса образования.
Но он рассказал мне такое, что эти две галактики друг к другу летят со скоростью 500 тысяч километров в секунду. Это быстрее, чем свет. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. А они друг к другу летят. И через 3-4 миллиарда лет они встретятся, и будет большое-большое светопредставление. Это в мире, оказывается, до сих пор везде все это происходит. Откуда знал такой рассказ, такую легенду, такую мифологию безграмотный явенский старик? Я полагаю, что шаманы и реально вылетают в космическое пространство, и реально посещают нижние миры. Вот. Все об этом рассказано в моей книге, и второй автор — это моя дочка, кандидат исторических наук, этнограф. Вот мы оба написали данную книгу. Это современная, это, ну, будем говорить, современная книга. Это полезно будет всем ученым мира, всем исследователям шаманизма, да и простым людям понять сущность шаманизма в 21 веке. Потому что наука не стоит на месте. А это шаманизм – это дело будущих ученых раскрыть. Да. Какие вы методы использовали в изучении? Ну, я как исследователь не стал делать большие выводы, что это правильно, это неправильно. Я то, что они рассказывали, то, что я видел, то, что снимал в фотографиях, видео, я читателям так донес, и исследователям, будущим исследователям так, как есть. Я ничего не перекрашивал, ничего не фантазировал, не делал глобальных выводов. Вот. И в заключение пришел к выводу, что оно связано с квантовой физикой или квантовой механикой. Отцы квантовой механики Нильс Бор, первый атомщик Земли, его ученик, гений физики, который создавал атомную бомбу для Гитлера, Вернер фон Гейзенберг, и их ученик, гений австрийский физик Шрёдингер, да и русские наши философы, наши атомщики тоже приняли участие. И таким образом мы не знаем, по каким законам работает квантовая физика. Ни один физик мира, хоть какой гений, и современные ученые физики не могут, по каким законам работает. Все это связано с черной материей, черной энергией Вселенной. Все это связано. Например, как выражается в шаманизме? Ну, допустим, операцию на сердце и другим мы сделали в Якутии с Федотом, вернее, Савеем. Современная медицина не может посадить. Это духовная операция, не физическая, медицинская. Вот до такого уровня дошли не шаман, а дошли их помощники духи. Это космические создания, это космическая технология. Духи знают, они могут разговаривать на 6000 языках всего мира. Они духовно такие развитые. Вот, допустим, для примера. Шаманов научили посещать космос, другие планеты, смотри как. Вот даже шаманы умеют телепортироваться.
Вот мы летели из Москвы в середине мая 2000, если не ошибаюсь, 2010 года. А помощница Октябрина, ныне покойная, она говорит: о, дедушка, мы так далеко прилетели, а в Лондоне будем приземляться. Как там наши дети, они остались без ничего, без взрослых. Как у них вода, еда, печка топится, полы вымыты, посуда вымыта или нет. А дедушка говорит: ну-ка я слетаю. Самолет через 20 минут аэропорту Хитроу посадку сделает. Они разговаривают, как дедушка слетает в село Енгера Нерюнгринского района. Это оттуда 8000 километров. Остается до посадки 19-18 минут. Я достал свой блокнот, сразу начал записывать, засек время. Дедушка вошел в транс, и его фантом от самолета отделился, и духи-помощники взяли, говорит, и полетели в село Енгера. Дверь открывают, по всем комнатам все чисто, дети, там все убрано, дети здоровы, и выходят и спрашивают: что еще вам надо, дедушка? Это духи, говорят, помощники. Он говорит: мне оленевское стадо надо, своих оленей хочу. Сколько отелилось оленят. Олени появились, маленькие телята. Они опять полетели в стадо и прилетели обратно в Лондон к самолету, и он очнулся. Прошло 4 минуты. 16 тысяч километров за 4 минуты. Скорее, чем самые гиперсовременные ракеты. Вот так летают. Это космическая технология. Вот у меня есть вот эта книга Евгения Торчинова, профессора профессора Санкт-Петербургского университета, но он в 1951 году ушел из нашего мира. Когда ему было 51 год, он ушел из нашего мира. У него 2 книги. Он великий религиовед. И о шаманизме тоже очень хорошо написал. Я прочитаю. Цитирую, чтобы не быть голословным. Историческая судьба шаманизма сложилась не одинаково у разных народов, но в настоящее время большинство шаманистских традиций находятся в состоянии глубокого упадка, вызванного вытеснением шаманизма более развитыми религиями, особенно мировыми, политикой западных колониальных держав XVIII, первой половины XX века, разрушавших социальные структуры и архаические культуры подвластных народов и другими факторами. Особенно трагичная судьба малых народов Сибири, абсолютно непродуманной экономической и культурной политикой советского режима, лишенных всех традиционных устоев, традиционного образа жизни и культуры, обескультуренные народы, не усвоившие, да и не имеющие возможности усвоить норм русской, европейской культур, оказались на грани духовной гибели и физического вырождения. Помочь им возродиться – исторический долг более удачливых и многочисленных народов России. А для этого необходимо и осознание ими культурной ценности шаманизма как великого и религиозного феномена. Наука пока не может все это раскрыть, потому что нет метода такой, потому что современная методика материалистической науки имеет ограничения во времени и пространстве, потому что оно связано с сверхъестественностью, а сверхъестественность научно доказать
невозможно. А шаманизм с другими религиями как-то Да, стыкуется? в основе всех мировых религий, иудаизма, ага, христианства, ага, буддизма и ислама, в основе всех этих мировых лежит язычество. То есть фундаментом является шаманизм. Даже наша наука магическая имеет в основе шаманистский фундамент. Да, в мире, мы когда были в Гренландии, мы улетали через Копенгаген, Данию, со своим шаманом. Мы там встретились с шаманами, 20 шаманами со всего мира. Но, как написано в тезисе этого Евгения Торчинова, ну, шаманизм пока существует, не сдается. А все мировые религии, в том числе наша материалистическая наука, борется с шаманизмом. Такого быть не может. Все это чушь собачья. И до сих пор борьба идет. Наоборот, надо знать, потому что тогда мы не на ракетах, первыми космонавтами на Земле являются шаманы. А в Риме есть у меня очень хорошая книга, там написано, был некоторый великий маг, Аполлон, я фамилию забыл, но Аполлон, он при стечении тысяч людей в первых веках нашей эры, когда жив был Иисус Христос, мы против Иисуса Христа, шаманизм против Иисуса Христа, против мировых религий, против науки ничего не имеют. Шаманизм не борется. Это они борются. В советские годы стал воинствующим, атеистом, коммунистом. Я боролся против, ученикам рассказывал, как шаманы обманывали народ. Изречение Владимира Ильича Ленина переводит цитату. Религия – это опиум для народа. Но оказалось-то сегодня совсем не то. Атеизм, этот английский философ-монах в XVI веке уже написал. Атеизм – это как тонкий лед. Один человек может пройти, а целый народ провалится в бездну. То, что произошло с народами Советского Союза. А великий китайский философ Ся И, который жил во II веке до нашей эры, написал очень интересную философскую работу. Эта книга называется «Птица смерти». «Птица смерти». Там есть такие строки, цитирую. Жизнь лишь плавание по течению, смерть лишь только отдых пути. А современный человек думает, смерть все спишет мои грехи, после смерти ничего не будет, это конец полностью человеку. А все мировые религии, все традиционные религиозные верования, в том числе шаманизм, говорят о обратном.